Нельзя ни на час, ни на минуту оставлять без присмотра. Рабочий день у нас начинается с 8 утра до 5 вечера. Это называется защитные перчатки Краги. И вы чувствуете, как будто в глазах песок. Да, это получается раздражение. У нас суровые же климатические условия. Если у нас газа не будет, у нас не будет ни света, ни тепла. Шофером хотел стать. Пришел туда и сказали: а хочешь шоферами и сварщиками? Ну, давайте, раз шофером и сварщиком. Ну, учились там 3 года. И там среднее специальное образование получил. Это, наверное, скорее всего, терпение, усидчивость, если что-то не получается. Ну, и мы больше как работаем или лежа, или сидя. Люди еще говорят, там, о, лежит, что ему там? Лежит, что? Человек лежит целый день, что ему делает? А если на морозе или в жару неподвижно лежишь, там, варишь под трубой, в жару можно шварить, там, на улице очень жарко, а ты в робе. Роба, как она называется, защищает от брызгов, от ожогов. Ты не должен ее снимать и должен зимой и летом варить. Ну, как летом вспотеешь, зимой мерзнешь. Это ультрафиолетовое излучение, она на роговицу влияет. И, короче, у вас после этого ночью просыпаетесь, у вас там песок. Как будто вы чувствуете, как будто в глазах песок. Да, это получается раздражение. Да, должно огораживаться. Если не огораживается, должен стоять человек и подбежать людей, чтобы они туда не смотрели. Называются они катушки. А по идее это вот газопровод. Толщина бывает разная. И вот мы его должны соединить. Тут определенная идет подготовка. Выбирается фаска, притупление. Ну, обычно это все зачищается слесарем. Одеваем защитную маску. Выставляем зазор. Берется вот специальный шаблон. Шаблон сварщика. Можно измерить высоту шва, ширину и зазор. Так, мы включаем сварочный аппарат. Так, и настраиваем его. Это называется защитные перчатки Краги. Они из кожи все. Вот такой происходит шов. Он с кислородом не должен взаимодействовать. Из-за этого он покрывается с двух сторон. Вот эти вот такой называется как шлак. Он состоит из стекла. А это чтобы он правильно сформировался. Рентгеном, флюорограмм когда делали, вот такой же рентген, только применяется для металла. И когда рентгеном ее снимают, там видно у нас поры, шлаковые включения или непровары есть. Да, вот то, что я его там проварил, а бывает, что не провар. И в трубе, когда вы трубу завариваете, ее же не видно внутри, что случилось. Можно узнать только вот рентгеном, да. Вот он рентгеном просвечивает, и получается внутри вы все можете увидеть. Если его часто эксплуатируют, да, там может и изнутри там попадает там мусор, шлак, песок. Он даже как абразив, он бывает, что его съедает изнутри. И из-за этого вот у нас по газопроводу есть дефектоскопист и проверяет толщину. Вот там бывает даже, если ее сточилось внутри, она толщина меньше. Или какие-то поверхностный брак. Бывает, что вот изоляция снялась, и там бывают раковины. Или ее в ремонт, или полностью меняют газопровод. Ну и, скорее всего, они лет 50 точно должны раз в 50 лет менять. Пойдемте вот на улицу. Мы, получается, обслуживаем высокое давление. Его понижают, отправляют в ГРП, газораспределительные пункты. И после газораспределительного пункта она идет потребителю, получается. А тут круглосуточно контролируют? Конечно, все круглосуточно. Нельзя ни на час, ни на минуту оставлять без присмотра. Тут у нас хранятся газовые баллоны, пропан, кислород для резки металла. Вот тут сварочный пост. Всегда и на улице, и в здании. Наверное, не весь 50. И минус 50 тоже, до 50 мы должны работать. Если свыше 50, нам должны обеспечить, получается, палатками. Мы должны были работать в палатке. А свыше 50 мы уже не можем варить. Сварочный трансформатор, многопостовой. За что отвечает? Так, он как сварочный аппарат, только на много постов, на несколько человек. Самое тяжело учиться. А потом, когда вы уже это делаете каждый день, вам все легче и легче. Нужна всегда практика.
Сварщик, который не практикуется, он уже не сварщик. У нас, если перерыв идет в 3 месяца, мы, по идее, должны по-новому сдавать экзамен. Нет, ну пока они учатся, они под контролем, но когда они сдают экзамен, это все делать они должны сами. Это уже без контроля. Ну, естественно, они сдают технику безопасности. Это у нас идет в экзаменах. И технику резки, технику сварки, они все это должны проходить. Ну, почему сложно? Это не сложно. Это вот у вас тоже сложная профессия. Я тоже в этом ничего не знаю, это мне кажется сложно, потому что я не знаю. А когда вы хорошо это узнаете, это не так сложно.